Здравствуйте, меня зовут Юрий Пахомов. Я представляю работу 3D-принтер «Фабрика на столе». Объектом моего исследования является технология 3D-печати или аддитивная технология. Актуальность темы заключается в том, что 3D-печать – одна из ключевых технологий индустрии 4.0 или четвертой промышленной революции. Индустрия 4.0 в корне меняет мир, в котором мы будем жить. И нам надо знать, что нас ждет в будущем, чтобы соответствовать этому новому миру. Предполагается, что в ближайшие 5-10 лет 3D-принтеры станут таким же распространенным явлением, как сейчас смартфон. Проверка этой гипотезы и является целью моего исследования. В рамках исследования рассматривались следующие задачи. Первое – изучить доступность технологии 3D-печати для личного использования. Второе – создать объект посредством аддитивной технологии. Третье – сравнить эффективность 3D-печати с массовым фабричным производством. В процессе исследования я проанализировал доступность 3D-принтеров и расходных материалов. Второе. Поставил эксперимент по созданию объекта с помощью 3D-печати. Третье. Сравнил себестоимость печати объекта с фабричными аналогами. Анализ доступности 3D-технологий проведен на основе данных сайта одного из популярных интернет-магазинов Top 3D Shop. На нем в наличии с бесплатной доставкой по всей территории России представлены 5 моделей FDM принтеров в диапазоне цен от 15 до 30 тысяч рублей и 18 моделей в диапазоне от 30 до 100 тысяч рублей. Современный бюджетный смартфон стоит от 10 до 30 тысяч рублей, а цена смартфона Apple iPhone 12 достигает 100 тысяч рублей. Из этого следует, что 3D-принтер с технологией FDM уже сейчас можно приобрести для личного использования. Стоимость килограммовой катушки термопластика 1443 рубля. Конечно, для массового коммерческого производства это дорого, но для разового изготовления уникальных объектов вполне приемлемо. Экспериментальное производство 3D-объекта производилось в 6 этапов. На первом этапе я разрабатывал техническое задание и выбрал объект эксперимента. При этом учитывались такие факторы, как простая форма, отсутствие подвижных элементов, ограниченные размеры, материал, потребительские свойства, наличие аналогов на рынке. В итоге, в качестве объекта для эксперимента я выбрал держатель для планшета. Второй этап – это инженерное проектирование. Он представлен на слайде. В его рамках я провел исследование эргономики моего рабочего стола, расчет параметров объекта и выполнил его технический чертеж в онлайн-программе Modelier CAD. На третьем этапе я создал 3D-модель в программе SketchUp, которая отличается простым и дружественным интерфейсом и легка для освоения моим сверстникам. На четвертом этапе полученную 3D-модель импортировалась в Writer, где она нарезается на 2D-слои и выводится в виде G-кода. Это список команд для 3D-принтера. Пятый этап – это непосредственная печать на 3D-принтере, которая длилась непрерывно 12,5 часов. За помощь с распечаткой я благодарен моему наставнику High-Tech Quantum Максиму Алексеевичу Савину. Шестой этап исследования, полученного в ходе эксперимента объекта, показал, что держатель для планшета полностью соответствует проекту и обладает всеми необходимыми потребительскими свойствами. Для анализа эффективности 3D-печати рассчитана себестоимость производства на 3D-принтере. Она включает в себя износ принтера, расход электроэнергии и термопластика. Себестоимость изготовления держателей для планшета составила 98 рублей 64 копейки. При этом 2/3 расходов – это стоимость термопластика. Стоимость держателей фабричного производства определена по цене аналогов на AliExpress и составила 25 рублей. Таким образом, стоимость фабричного держателя оказалась в 4 раза меньше, чем стоимость произведенного на 3D-принтере. При дальнейшем развитии технологии и ее массовом внедрении в быту стоимость расходных материалов значительно снизится. Как показала проведенная работа, 3D-принтеры уже сейчас доступны для личного использования. Технологии 3D-моделирования и печати достаточно просты для освоения детьми среднего школьного возраста. Себестоимость производства дороже, но с учетом преимуществ технологий в кастомизации и вариативности уже может соперничать с фабричным производством. На сегодня массовое использование 3D-принтеров сдерживается ограниченностью возможностей технологии. Диапазон используемых материалов недостаточно широк, чтобы удовлетворить безграничную фантазию человека. В ближайшие 5-10 лет эти недостатки, вероятно, будут преодолены, и 3D-печать получит массовое распространение. 3D-принтеры станут неотъемлемым атрибутом каждого дома, таким как сейчас холодильники или микроволновка. Будущее за 3D-печатью, и это будущее совсем близко. Спасибо за внимание.